300. 300. Они, да, перешли на сторону партизан, стали сражаться. Они понимали, что доверие к ним не очень высокое. И они напрашивались на самую, скажем так, опасную работу. На самые такие вот, ну, для жизни, невозможные для сохранения жизни. Но им верили, потому что они сражались. И вот тут вот хочу сказать, попав в плен 12 октября 1941 года, тяжело раненый Абдулла Алиш, судьба его семьи была весьма плачевна. Потому что из квартиры, великолепной квартиры, на улице, у пересечения улицы Кавина Аджми и улицы Дзержинского, самый центр города, где жили наши писатели, их моментально выселили. И переселили в дом на улице, деревянный дом на улице Жуковского, причем не в квартиру, не в комнату, а в коридор. Действительно, началась война, было очень много здесь эвакуированных. А семья, скажем так, преступника, который попал в плен, ну вот уж где найдет, скажем так. И они жили в коридоре. Деревянный дом, без удобств. И вот стол, подобный вот этому столу, рабочему столу Абдулла Алиша, была вот эта часть отпилена и сохранена только тумбочка, потому что детям где-то надо было делать уроки. Супруга Абдулла Алиша, вот здесь у нас не зря находится швейная машинка, вот этот кусочек ткани и вот это платье, принадлежавшее супруге Абдулла Алиша. И она выполняла заказы, она брала на заказ именно шитье платьев. И вот эти платья она потом делала вышивки на заказ. Вот здесь мы видим образцы тех вышивок. Это, видите, пограничник Карацупа с овчаркой, с ружьем. Вот. Здесь вот, в общем-то, и вот этот патефон. Тут вещи, лично принадлежавшие лично семье Абдуллы Алиша. Мы дружили с супругой Абдуллы Алиша, и она нам, конечно, многие вещи сюда передала. Ну вот эта часть, это как бы его работа в Союзе писателей. Здесь вот есть, вот это уникальный документ, это копия, у нас оригинал хранится. Супруга передала, потом приходил сын, внук просил меня, чтобы я позволила ему копию снять, я ему позволила. Этот документ, он в двух цветах написан в оригинале. Это синими чернилами фиолетовыми и красными чернилами. Это должен получить, значит, от госиздатов, и по договорам, уходя на фронт, он сказал жене: вот долги, которые тебе помогут выжить. Конечно, ему эти долги им не вернули, потому что считали, раз он предатель, то можно тут с семьей обращаться вот так вот не совсем порядочно. Ну и, конечно, вот этот раздел, он самый, скажем, для нас был сложный в оформлении. Почему? Потому что действительно предметов, которые могли бы быть связаны с Алишем именно в то время, у нас не сохранилось. Но мы здесь имеем образцы, скажем, солдатского котелка, солдатской ложки, вот этого вот ключа Морзе. Почему именно ключ Морзе здесь у нас находится? Потому что Абдулла Алиш по своей военной профессии, в самые первые дни войны, записавшись добровольцем, он прошел школу, тогда называлась ОС-Авиахим, именно по специальности связист. И вот здесь вот мы с ребятами нашли, значит, картинки, которые рассказывают нам, а что же это такое профессия связиста. Вот тут мы видим катушку, как они тут передвигались. И вот это вот материал, давайте мы закончим, наверное, позже. Потому что я одна из